мою маленькую тайну, что нет ничего более радостного для Деда Мороза и внучки моей Снегурочки, когда у мальчишек и девчонок глаза горят от радости. А хлопать в ладоши умеете? Да! А еще громче умеете? А это молодцы мои хорошие. И я вас, мальчишки, девчонки, призываю во время спектакля благодарить артистов громкими аплодисментами. Им это очень нравится. Договорились? Да! Дедушка Мороз, а давай узнаем, кто у нас более дружные, мальчишки или девчонки? Внученька Снегурочка, давай попробуем. Девчонки, давайте на 3-4 мы с вами громко, дружно крикнем «Привет!» 3-4, привет! Неплохо. Очень здорово. Ну-ка попробуем с мальчишками. Мальчишки готовы кричать? Да! 3-4! Мне кажется, у мальчишек тоже неплохо получилось. Да я думаю, что и у мальчишек, и у девчонок получается великолепно. Ну что ж, мальчишки, девчонки, вы умеете отгадывать загадки? Тогда слушайте внимательно. У кого большая шляпа? Кто бездельник, кто растяпа? Кто хвостун, болтун, зазнайка? Знают все. Малыш? Ай, молодцы мои хорошие, спасибо. Так вот, спектакль про Незнайку — это от меня, от Дедушки Мороза и от внучки моей Снегурочки вам новогодний подарок. Я вас поздравляю с Новым годом, мои хорошие. Желаю вам крепкого здоровья, всегда иметь в наличии отличное настроение и просьба есть, мои хорошие, слушаться своих мам, пап и дедушек. Приятного просмотра, с Новым годом, мои хорошие, с новым счастьем! До встречи в следующем году, ребята! Пока, мои хорошие! Пока, мои золотые! Приятного просмотра! В цветочном городе живут девчонки и мальчишки, гуляют, песенки поют и читают книжки. Да-да, особенно такой, что Знайкою зовется. Он думает, что он герой, но слишком задается. Ну, а нам важны лишь сироп и пончики. Оттого-то мы с тобой лучшие друзья. Там двое не росли вода, механики крутые. Шпунтика на винтик я, мы мастера простые. Пилюлькин лечит всех подряд, коленки йодом мажет. Коленки сразу же болят, любой вам это скажет. Я напишу про них стихи. Поэт, зовусь я Цветик. Ах, не верите чепухи, от гусли всем приветик. Я нарисую ваш портрет, я живописец Дубик. Да мало было всем нам бед, забыл здесь кто-то кубик. Пусть характеры тут у нас всех разные, но зато всегда не скучно в нашем городке. Ворчун, прекрати ворчать. Эй, улыбнись, братишка. Что можем про него сказать? Милейший коротышка. Что, Лёвочка, играем тут, прелестная лужайка. Боюсь, нам ушко не дадут. Смотри, идет Незнайка. Пока бегите вас укрыть, противные малышки. Узнаете, как могут бить девчонок-коротышки. Подошло к концу это предисловие. Начинай, пора уже сказку поскорей. Мы расскажем вам разные истории про нашего Незнайку и его друзей.
меня по голове. От солнца оторвался кусок и ударил меня по голове. Это может быть Гонька, что ты тут делаешь? Слушай, какая история случилась. От солнца оторвался кусок и ударил меня по голове. Он должен быть где-то здесь. Давай я тебе помогу. Так. Может быть... Эх ты, Незнайка! Если бы от солнца оторвался кусок, он раздавил бы тебя. Лепешку. Солнце ведь оно большое. Какое? Какое? Да нет, оно больше всей нашей земли. Да ну, по-моему, солнцу не больше тарелки. Да это только так кажется, потому что оно очень далеко от нас. Да мне сам Стекляшкин рассказывал. Он говорил, солнце — огромный раскаленный шар. Это он свой труп увидел. Если бы от солнца оторвался хоть маленький кусочек, он разрушил бы весь наш город. Да ну, Да. надо же. А я и не знал, что солнце такое большое. Потому что это в космосе. Пойду-ка расскажу нашим. Да, наверняка они про это ничего не слышали. Юлька, а ты давай беги к Стекляшкину и попроси его посмотреть в трубу на солнце. Давай! Друзья мои, известно всем давно на свете, что мир, окружающий нас, он гораздо больше, гораздо шире той картины, которую вы видите прямо перед собой. Как это? Хороший вопрос, Ворчун. Где-то там, вдали, простираются бескрайние пустыни, бездонные океаны, непролазные джунгли и величественные льды. И где-то там, быть может, живут такие же коротышки, как и мы с вами. Да не может быть! Представляете? А это значит, что пора вас познакомить с моим новым проектом. Я вам сейчас расскажу. Минуточку. Подождите одну минуточку. Я быстро. Коротышки во льдах. Бедненькие, им, наверное, там так холодно. А чем же они там питаются? Тебе бы только о еде думать. Когда температура пала низко, все коротышки знают, зима близко. Братцы, спасайся! Спасайся! Кусок летит. Какой кусок летит? Чего? От солнца оторвался кусок. Ща. От солнца оторвался кусок и летит прямо к нам сюда. Скоро он будет здесь и всех нас несет. Мне это сам Стекляшкин
Слушай, поумнел бы тогда. Это ж надо, а? Кусок от солнца отвалился. Удивляемся, как это мы тебе поверили, вообще не знайка. А я что, не удивляюсь? Я вообще-то тоже поверил. Ну, ладно, присаживайтесь. И минуточку внимания. Друзья мои, я пришел к выводу, что нам пора выходить за границы нашего познания. Расширять, так сказать, кругозор. А для этого, как нельзя кстати, подходит мой проект. Посмотрите. Вот. Мы с вами все вместе построим из резины шар. Да, наполним его теплым воздухом. А известно всем давно на свете, что теплый воздух поднимается вверх. Следовательно, и шар поднимется вверх, и мы на нем полетим. Правильно! Мы полетим! Вниз головой. Не мешай, Незнайка. Так, иди сюда. Смотри, к нашему шару снизу будет привязана очень крепкая корзина. А чтобы наполнить шар теплым воздухом, наши механики Винтик и Шпунтик изобрели специальный агрегат. И прямо сейчас механик Винтик прочтет нам лекцию об этом агрегате. Винтик! Шпунтик! Бросим! Готовы? Да. Внимание! Здравствуйте! Здравствуйте. Сейчас в виде викторины я расскажу вам об этом устройстве. Готовы? Да. Тогда начинаем. Перед вами аппарат, который называется Кастрюля. Какая это еще кастрюля? Никакая это не кастрюля. Так, собрались. Кофейник. Да никакая это не кастрюля и не кофейник, а котел. Это котел. Глупая твоя голова. Ну-ка повтори. Котел глупый твоя голова. Садись. Так, продолжаем дальше. Сверху у этого котла вот здесь имеется крыса! Нет никакой крысы. Ну что ты говоришь, какая крыса? Это крышка. Правильно же, да? Крышка. Не мешай больше, не знаю. Так, продолжаем дальше нашу викторину. А вот здесь сбоку, ну-ка покажи. Вот тут, вот там находится правильно! Так, а теперь самая сложная часть нашего устройства. Будьте внимательнее. Вот здесь сверху вон там находится вверх. А теперь научная часть. Итак, друзья, воздух через насос заходит в наш котел, там он нагревается и выходит вот через это отверстие. И он наполнит наш шар, и мы с вами полетим. На этом у меня все. Лекция окончена. Спасибо вам большое. У кого-то есть вопросы? А где мы возьмем резину для шара? О, хороший вопрос, Ворчун. В нашей местности произрастает много фикусов. А фикус
известно всем давно на свете, это же каучуконосные растения, да? Точно! Если на стебле фикуса сделать надрез, то из него потечет сок. Мы этот сок соберем и сделаем резину. Пойдемте, я покажу вам, как это делается. Нам нужно сделать много резины. Очень много. Ой, это еще надо какую-то резину собирать. Не, это не про меня. Это вы без меня. Известно всем давно на свете, что мир вокруг нас это шар. Подарим взрослым пылки и детям полезных знаний этих дар. Про особенность планеты, что как арбуз она кругла. Пусть не всегда ты веришь в это, смирись, что истина одна. На фикус всем сюда похожи, где сок резиновый течет. Мы раньше делали калоши, теперь у нас другой расчет. Котел наполнит пар горячий, процесс медленно пойдет. Сделал я, а это значит, что быстро все произойдет. И сколько нас возьмем в наличке? Сплетем корзину как-нибудь. Нелепы все ваши попытки пройти опасно этот путь. А мы в затею это верим. Поверь со мной, мой друг, и ты. Вот соберемся и проверим. Куда приводят нас мечты? Мушка, как хорошо, что не знаю, ушел прямо житья от него нет. Ой, всех-то он трогает, всех-то он обижает. Да, я даже теперь по улице боюсь ходить. Думаю, что будет, если Незнайку встречу. А однажды я от него бежала. А я тоже один раз от него бежала. Бежала, а он меня за волосы как схватил, косу и оторвал. Держи. Гунька, привет. Чего вы испугались? А мы подумали, что это Незнайка. Да, он всегда девочек обижает. Как увидит, так обязательно толкнет. Да, или еще того хуже, за косу так больно дернет. А вы его не бойтесь. Я скажу, чтобы он вас не трогал. Незнайка мой самый лучший друг. Ага, вот так друг. Вы же с ним постоянно ссоритесь и деретесь. Это ничего. Если не поссоримся, то тут же и помиримся. Если не поссориться, как он уже бежит месяца. А ты будешь дружить с нами, как и с Незнайкой? В точности. Ага, будешь с нами драться каждый день. Нет, Мушка, пойдем отсюда. Нет, ну, постойте. Я буду с вами играть. Играть? Да. Хотите в эти? Нет, это не хотим. Тогда в эти. Давайте
поверишь, какую мы штуку придумали. Какую еще штуку? А, мы придумали это. Воздушный пузырь. Воздушный пузырь? Да, вот, и мы на нем летим, путешествуем. Подумаешь, воздушный пузырь. Вот тебе подумаешь, воздушный пузырь. Самому-то, небось, завидно, да? Больно нужно завидовать. А я вот зато с девочками подружился. Это какими еще девочками? А вот с этими. Это зовут Мушка. А это Кнопочка. Кнопочка! Гунька! Ты же ведь со мной дружишь. А я с тобой дружу, и с ними. Одно другому не мешает. А по-моему, мешает. Иди сюда. Я сейчас. Поссорься с ними немедленно. Зачем же я буду с ними ссориться? Или я с тобой поссорюсь. А твои мушки и кнопочки как нападают. Чего ты толкаешься? Чего ты толкаешься, Незнайка? А, ты толкаешься. Это ты толкаешься. Ты меня из запечёнок толкаешь? Ну все, я с тобой не ссорюсь. Ты подумаешь. Сам же первый придешь мириться. Ага. Это не тебе. Тебе, муж. Спасибо, Гунька. Вот увидишь, что не приду. Мы полетим путешествовать на пузыре. Полетите вы с крыши на чердак, Незнайка. На пузыре с крыши на чердак. С крыши на чердак, Незнайка. Ну и подумаешь, и без тебя друзья найдутся. Ну что ж, друзья, наш шар почти готов. Осталось только дождаться, пока резина высохнет. Ну а мы пока займемся другой важной работой. Будем делать парашюты. Какой же шар получился! Легкий, воздушный! Легкий-то он легкий, да только, по-моему, никуда он не полетит. А это почему ты так думаешь? Ну, какая сила может поднять шар кверху? Нет такой силы. Летают птицы, потому что у них есть крылья, а резиновый пузырь не полетит вверх, он может полететь только вниз. Вот. И то верно. Шар легкий, но он тяжелый. Как же вы полетите? Как он полетит, Знайка? Если бы вы внимательно слушали лекцию, вы бы все поняли. Но ничего, скоро сами все увидите. Пойдемте, пойдемте делать парашюты. Это очень важно для нашей безопасности. Незнайка, не мешай Чубику. Чубик рисует великий момент из жизни коротышек. Да, Незнайка, не мешай мне, я рисую полет на воздушном шаре. Да. Это будет мировой шедевр. Мировой шедевр. Слушай, Чубик, а я тоже хочу стать художником. Дай мне красок и кисточку.
Знайки! Знайка! Это не мое дело! Ладно, сейчас я нарисую мировой шедевр. Да. О. Кузька! Это опять ты, Незнайка! А ты что делаешь? Да вот, сок собирай, бочку несу. А, постой, постой. Ну еще успеешь. Давай я твой портрет нарисую. Правда, Незнайка? Ага, давай. Двигай кубик сюда. Я сейчас. Вот так. Садись. И главное, не вертись. Хорошо. Незнайка, а давай вот так. Давай, давай. Ну как получается? Получается, получается. Так. А теперь вот так. Ну как, уходит? Ой, ой. Ой, ой. Ну, показывай, чего там у тебя получилось? Сейчас. Давай, Незнайка. Да разве я такой? Такой, какой же еще? А нос почему красный? Ну это чтоб красивее было. А усы? Усы зачем нарисовал? У меня что, есть усы? А? Нет, у меня нет усов, Незнайка. Ну вырастут когда-нибудь. А вот волосы почему зеленые, Незнайка? У меня что, зеленые волосы? Я не вижу отсюда. У меня Ну нет хочешь, зеленых. сделаю голубые. Нет, Незнайка, это плохой портрет, дай его порву. А ну-ка стой, не надо уничтожать произведение искусства. А себя ты не можешь здесь узнать. Почему? Почему? Потому что там просто нету подписи. Сейчас подпишу и все будет понятно. Нет, Незнайка, все равно, когда ты лежишь, я портрет уничтожу. А я не лягу спать и буду стеречь. Тогда ты мне больше не друг. Ой. Что случилось? А, Гонька затылком ударился. Значит так, лечение будет такое. Гуньке затылок намажем йодом. Только не йодом. А Незнайке, чтоб не дрался, дадим касторки. Вот увидишь, дадут тебе касторки. Нет, нет, Пилюшка, А тебе пожалуйста, не йод, надо. тебе йодом затылок намажут. Знаешь, как будет щипать. Давай лучше мириться, а портрет я твой сам порву. Ладно, хорошо. То-то и оно. Лечение отложим на потом. А сейчас всем спать. Завтра летим. Эй! Всем спать. Прощальные стихи с музыкой. Вы репетировали? Да. Готов? Готов. Огромный шар, надутый паром, поднялся в воздух он. Недаром наш коротышка, хоть не птица, летать он все-таки годится. И все доступно уж, эх, мам, для нашего теперь ума. До свидания, братцы! Мы улетаем в далекие края, через недельку вернемся. До свидания. Подождите меня! Я уже... Опоздал.
друзья, как вы поняли, теплый воздух наполнил шар, поэтому мы летим так высоко. Но не бойтесь, не бойтесь, мы же сделали себе парашюты, так что мы в безопасности. Есть у кого-то вопросы? Да, у меня. О чем ты хочешь спросить? Братцы, а хотите послушать стихи? Какие еще стихи? Ну, стихи я сочинил. Потеха, братцы, Незнайка стихи сочинил. Опять какую-нибудь чепуху. Да вовсе не чепуху, а стихи хорошие. Русь прочтет. Читай, Незнайка. Ну, слушайте, стихи. У подножия ромашки я лежал, задрав тормашки. Что? Ну, у подножия ромашки я лежал, задрав тормашки. Это что еще за тормашки, а? Ну это ноги в смысле? Это у тебя тормашки, а у меня ножки, понятно? Братцы! Да что ж это делается? Мы ведь с вами на воздушном шаре летим, а Незнайка нам тут свои стихи читает. Ой! Ой! Ты чего это зубами стучишь? Тут и так холодно, а он еще зубами стучит. Так я зубами потому и стучу, потому что холодно. И терпеть не могу, когда кто-нибудь зубами стучит. Меня от этого самого в дрожь бросает. А ты, Шпунтик, ты почему зубами стучишь? Наверное, на зло мне? Нет, не на зло, а потому что очень холодно. Братцы, А почему ж мы вниз-то полетели? воздух! Что? Воздух в шаре остыл. Значит, мы упадем и разобьемся в дребезги. Подождите! Без паники! У нас же есть парашюты! Так, друзья, нервы в кулак и прыгайте все за мной! Все прыгайте по очереди, делайте как я! Вперед! Я прыгаю следом. Стойте! Никому больше прыгать не надо, шар же вверх полетел. А почему это мы вверх полетели? Я знаю почему. Потому что Знайка спрыгнул, вот шар и стал легче. И мы полетели вверх. Бедный Знайка! А что же он будет делать без нас? А мы-то что будем делать без Знайки? Ой, можно подумать, как будто нельзя без Знайки. Конечно нельзя! Ну, должен же быть кто-то главный. Вот я и буду главным. Главное, но придумай что-нибудь. Мы вниз полетели! Да я вижу! Так, спокойно, братцы. Нам нужно также кого-нибудь сбросить с парашюта. Кого? Ну, известно кого. Самого ворчливого. Нет такого правила самых плачливых сбрасывать. Надо сбросить самого тяжелого. Ну это тогда Пончика. Братцы, да какой же я тяжелый! Вон, Сиропчик тяжелее меня! Давайте считаться! Вы слышали? Вы видели? Скорее сюда! Пришла к нам неожиданно, негаданно беда. Мы думали, нашествие торнадо и опас. Такого происшествия никто не ожидал. Ужасные обстоятельства, виной всему забор. От стресса помешательства я в шоке до сих пор. Вы слышали, вы видели такой нам кошмар? Свалился непредвиденно с небес огромный шар. Свалился непредвиденно с небес огромный шар. Девочки, ой, я чувствую,
Очень красивое имя. Вам правда нравится? Вы верно воспитанный малыш. Я так рада. Незнайка, сидите здесь. Никуда не уходите. Я сейчас приду. Ну, сидите же, Незнайка. Ну и где он? Там. А что он делает? На кровати сидит. Дай-ка я посмотрю. Подожди. Ну пусти, жадина, мне тоже интересно. Вот не пущу, раз жадиной называешь. Малыш, забияка. Забияка, забияка. Незнайка! Вы чего-то деретесь? Да я вовсе не хотел по вам попасть. А в кого? В кого? Я просто подумал, можно ли кем-нибудь кого-нибудь с этой подушкой стукнуть? Вот вы малыши. Вам лишь бы кого-нибудь стукнуть. А если вас стукнут, вам это понравится, а? Нет. Ну вот видите. Держите. О, Ваша шляпа. Зубная щетка и зубной порошок. Теперь скорее идите умойтесь и возвращайтесь, мы будем пить чай. Ой, вы, наверное, очень проголодались, не знаю. Ой, я жуть как проголодался. Я бы, наверное, целого слона съел. Ах, бедненький. Ну идите скорее и скорее возвращайтесь. Осторожно. Девочки, разрешите вам представить Незнайка. Белочка. Галочка, а вы к нам на воздушном шаре прилетели. Я да. А скажите, а это страшно летать на воздушном шаре? Страшно? Страшно? Да. Ой, нет, то есть нет, совсем не страшно, нет. Какой вы храбрый! А я бы вот ни за что не полетела на воздушном шаре. А я бы полетела. А ты бы не полетела. А я говорю, полетела бы. А я бы не полетела бы. А я говорю, полетела. А я говорю, нет. А я говорю, полетела. Тише, девочки. Незнайка, расскажите лучше скорее, кто это выдумал на воздушном шаре летать. А, это я. Даже Что такое вы говорите? Неужели вы? Я, честное слово. Ой, Это так интересно. а расскажите, пожалуйста, об этом. Ну что тут рассказать? Ха, да, было дело. Придумай, бросить шар. Надоело. Придумывайте сами, говорю. Ну сколько можно? Я ведь устаю. Не можем мы, ведь мы же не умехи. Придумай, братец, шар не для потехи. Отправимся к неведомым мирам. Незнайка, милый друг, придумай нам. Ну что же делать, хоть они глупышки. И все же мы, родные коротышки, 3 ночи думал, а потом 3 дня. И вот что получилось у меня. Я быстро организовал работу, взял руководство на себя, заботу. Обзор собрали тут, насос готов. Хлопот со всеми, просто будь здоров. Ведь коротышки умные, ей-богу, уже пора отправиться в дорогу. Они, а это что? Это как? И дело ведь дошло почти до драки. Поднялись все же вверх, там облака.
земля внизу и больше пирога. Не может быть! Да что вы говорите? Ну, не мешайте, братиков. Ой, погодите. Летим мы, значит, выше вдруг. Бабах! На облако нарвались в попыхах. Я взял топор и прорубил дыру. Спасать же надо было детвору. Потом вдруг смотрим, раз, земля вверху. Да что вы говорите чепуху? Ведь закон природы надо понимать. Не просто вверх тормашками летать, и тут мороз. Ну, минус 1002. Такого не увидишь на земле. Все стали плакать. Ах, спаси, Незнайка. А громче всех, конечно, плакал Знайка. А Знайка это кто? Да так, трусишка. Ужасно глупый, вредный коротышка. Он взял и сиганул вдруг с парашютом. Потом бабах! И все, очнулся утром. Вот это да! Ой, Незнайка, как вы нас напугали вчера. Мы вечером пили чай на балконе. Вдруг видим, летит огромный круглый шар. Приближается к дому, натыкается на забор и вдруг... Ой, а когда мы прибежали, увидели только корзину. И вас, Незнайка. А скажите, а вы из какого города к нам прилетели? А, я из цветочного города. Незнайка! Ой, девочки! Целые прыщести! Ласточка! Ну, шар, на котором летел этот малыш, на нем еще мальчики! И что же с мальчиками, Ласточка? В больнице! Ужас-то какой! И медуница сказала, что их скоро вылечат! Девочки, а когда их вылечат, мы же можем устроить бал с музыкой и с танцами! Это точно мои друзья. Значит так, я пойду в больницу, ну и все разузнаю. А вас в больницу не пустят. У нас медуница, знаете, какая строгая? Она очень строгая, она самая строгая на свете, она как посмотрит. И все. Меня пустят. А не пустят, я сам пойду. Вы мне только скажите, где у вас больница? Ой, хорошо. Я провожу вас, Незнайка. Куда? И я провожу вас, Незнайка. Незнайка, вы такой храбрый. Она очень строгая. Она самая строгая. Она очень строго смотрит, очень строго говорит. Незнайка! Снежинка! 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 Снежинка, берите скорее карандашик. Мы будем делать обход, понимаете? Понимаю. Да, и вы будете записывать всех, кто будет себя плохо вести и баловаться. Понимаете? Ну записывай. А, давайте так, я вам буду говорить, кого записывать, понимаете? Понимаю. Хорошо. А, еще. Снежинка, нам нужно делать вот такое суровое лицо. Ну ничего, еще тренируйтесь. Потому что, ну чтобы эти малыши не воображали, что нам нравится их лечить. А, поняла. Все, вперед. Понимаете, Снежинка, там есть один такой неприятный малыш, и у него еще лицо такое все время, он ворчит все время, и зовут его
мадам, а йодом. А внутрь нужно давать касторки. Ну зачем же? Зачем же йодом-то, когда мед прекрасное дезинфицирующее средство и предохраняет от нагноения? Йод тоже прекрасное дезинфицирующее средство. И тоже предохраняет от нагноения. Но это наш йод, он щиплет кожу, он щиплет кожу, а мед, он действует совершенно безболезненно. Вот в том-то и дело, что безболезненно. А что? Лечение йодом имеет большое воспитательное значение. А доктор должен думать не о воспитательном значении, а об облегчении страданий больного. Зачем? Что это вы раскомандовались тут? Чего это вы нам говорите, как лечить? Мы будем лечить так, как нам нравится, а не как вам нравится! Кукареку! Кукареку! Правильно! Нет, не я. Нет, это там... Это я. Я. Как ваше имя, больной? Сахарин Сахариныч Сиропчик. Ну чего вы, сиропчик, петухом-то кричите? А я хочу, чтобы меня выдворили из больницы. Снежинка, а никто вас, сиропчик, из больницы не выдворит. А за то, что вы петухом кричите. Зарина! Снежинка, запишите ему чай без сахара. Безобразие! Да. Я буду жаловаться. В таком случае всем чай без сахара. Поняла? Сидел кузнечик, совсем как огуречик, зелененький он был. Представьте себе совсем как огуречик. Представьте себе. Ай, ты больной! Решите, больной! Вот наказание. То встаньте, то ляг, то дышите, то не дышите. А я смотрю, Ворчун, не меняешься. Как вы тут? Слушай, выручи нас отсюда, сил больше нет. Ладно, хорошо. Ну только это. Вы всем говорите, что я у вас главный. Ага. Ничего себе. Ну, хорошо, хорошо. Ну, ты уж только постарайся, голубчик. Ладно. И еще. Шар, кстати, я тоже придумал. Ага. Ну, хорошо. Великий выручай. Представляешь, мне каково. Сам всю жизнь всех лечил, а теперь меня лечат. Так ты же здоров? Да, здоров. Что тебя держит? Да у них больница пустая, лечить некого, вот они всех нас и держат. Представляешь? Бегать нельзя, прыгать нельзя, в пятнашки играть нельзя. Да пей! Я просто... Пей даже нельзя! Вот мне всю одежду, выдали какие-то платочки и кормят плохо. Чай без сахара и газировки ни капли. Ни капли. Вы зачем это белый халат надели? Это что за самоуправство? А никакого самоуправства нет. Это я просто делал обследование. Ой, коллега! Ну, и что показало ваше обследование? А обследование показало, что все здоровы, их можно выписывать. Нет, да вы что? Вы понимаете, что будет, если мы возьмем сейчас и всех этих малышей в город выпустим? Нет? У нас же ни одного целого стекла не останется. У нас начнутся синяки, шишки, ссадины. Нет! Цель предупреждения распространения эпидемии шишек, синяков
начнем их выписывать, мы начнем выписывать самых смирных. Хорошо? Ну, кто у них это там самый смирный? Пончик и сиропчик. Ну, я бы не сказала. Не-не-не, очень милые лица. Да. Ну ладно, Снежинка, Снежинка, мы готовим к выписке сиропчика и пончика. Понимаете? Ага, хорошо. Потом кого? И вы мастеров этих двух. Винтика и шпунтика. Ой, это очень хорошо. Они могли бы сразу приступить к обустройству танцплощадки. Отличная идея. Значит, следующих на выписку сиропчик, винтика и шпунтика. Как чудесно! Мы украсим танцплощадку цветами. И еще и эти двое остались. Ворчун и Пилюлькин. Нет. Что? Нет, Ворчуну нужно полежать в больнице, чтобы он отучился ворчать. А Пилюлькина этого вашего, да я его вообще не вижу. Потому что он критикует, все наши методы лечения, вы понимаете, все. Ну ладно, пусть полежит. Он сам всех обычно лечит, пусть теперь сам полечит. Внимание! Внимание, больные! Пончик, сиропчик, винтик и шпунтик. Мы вас выписываем. Ура! Так, если вы будете баловаться, шалить, драться или безобразничать, мы вас снова в больницу положим. Вылечим. До свидания. Опять не бежать. Во сколько Вы куда несетесь? Не видите, я здесь стою. А зачем? Зачем ты здесь стоишь? Ты что, не видишь, что мы с краном несемся? А где мне еще стоять? Чего ты встал вообще? Ты что? Ты главный, что ли? Вообще-то да. Ну да. Мы же договорились, что он теперь главный. И куда тогда нам ехать вообще? Вот туда. Туда? Ступай. Раз, два, три. Ай! Мы цветов для украшения принесли. Цветы это хорошо. Мы вот эти цветы повесим на беседку, и будет казаться, что она зацвела. Ух ты! Так, сейчас я только вот найду тех, кто их повесит, и это. А вы стойте здесь и никуда не уходите. Ждите. Сейчас. Ну надо же, какой-то цветайка остроумный. Говорит, всем будет казаться, что на крыше растут цветы. Нет, он сказал, что всем будет казаться, что крыша зацвела. Он не мог так сказать, потому что это глупо. И совсем это не глупо. Я говорю глупо, а я говорю не глупо. Я говорю глупо, а вот и не глупо. Глупо, а я говорю не глупо. Глупо. А что это вы тут делаете? Это мы танец сочиняем, да? И как этот танец называется? Танец с цветами. А скажите, пожалуйста, а почему это Незнайка такой умный? Это ему от природы такой ум. Там. А это правда, что это он шар выдумал? Правда. Святая правда. А скажите, а это правда, что когда вы летели на воздушном шаре, вы наткнулись на облако? А это кто вам наврал? Незнайка?
тогда правда. Пойдем. Ага! Вот они где. Значит так, видите вот эти цветы? Значит, их нужно повесить на беседку. Это я придумал. Ты придумал, ты и вешай. Ага! Значит так, спорить будем, да? Кто из нас тут главный, вы или я? Ну ты. Вот, кто-то же. Смотрите, кто-то бежит! Вы больной, зачем из больницы удрали? Я не больной. Но мы же вас еще не выписали. Я сам выписался. Ой, какой вы дерзкий. Да. Но вы ведь простудитесь, заболеете, понимаете? Даже если заболею, вот к вам в больницу не вернусь. Как вам не стыдно? Сами доктор, а медицину не уважаете. Но ведь он же полностью здоров. Да. Что? В таком случае мы оставляем его. Ну, вашу ответственность. Наконец-то. И если с ним случится что-то страшное, вы будете отвечать. Понимаете? Да. Ой, смотрите, девочки, еще кто-то бежит. Тебе тоже удалось удрать из больницы. Как только ты удрал в окно, все сразу же за тобой побежали. И в больнице никого не осталось. Я тут же проник в кладовую, оделся в 2 счета и твои вещи захватил. Вот. Спасибо. Спасибо, родной, ты настоящий друг, ворчунишка. Я пойду переоденусь. А как вас зовут? Ворчун. А вам не идет такое имя? Почему? Ну, у вас такое доброе и приятное лицо. Вы шутите? Нет, я серьезно, честное слово. А, это у меня от радости. Это я раньше все время ворчал и сердился. А после того, как я побывал в больнице, все мне стало нравиться. И голубое небо, и зеленая трава. Ну чего же я рад? Больше никогда в жизни не буду ворчать и Ребята, смотрите, кто идет. Друзья мои! Снайпер! Наконец-то мы тебя нашли. Как это вы меня нашли? Кажется, это я вас нашел. Да, логично, ребята, это он нас нашел. Вы думаете, Логично. ты нас совсем покинул? Как это я вас покинул? Мне кажется, это вы меня покинули. Вы почему не прыгнули вслед за мной с парашютами? Я же сказал, прыгайте. А вы? Вы что, испугались? Вы струсили? Да, мы струсили. Ага. Еще, кстати, надо выяснить, кто из них первый. Чего? Так ты же первый струсил. Кто сказал, что прыгать не надо? Разве не ты? Что вы меня слушали? Действительно. Вы зачем его слушали? Разве вы не знаете, кто такой Незнайка? Знаем. Конечно, знаю. Я знаю. Незнайка. Трусишка. А
Незнайка? Незнайка врунишка. Ага. Когда это я брал? А кто это тут говорил? Я шар выдумал, я шар придумал. Я не придумал, что. А кто говорил, что ты у нас главный, а? Я не главный. Да ну теперь фу на тебя. Вот. Фу. У нас теперь Знайка главный. Да. Девочки, вы слышали? А Незнайка-то вовсе и не главный. Он все нам врал, да? И шар вовсе не он выдумал, а Знайка. Какой позор! Незнайка! Незнайка! Мы же вам верили! Мы думали, что вы честный, храбрый, смелый, а вы оказались подлецом и трусишкой. Вы недостойны нашей дружбы. Не будем больше с вами дружить. Незнайка, врунишка. Незнайка, хвостунишка. Но расскажи, как ты на облаке вверх Расскажи, тормашками как ты летал. облака топором рубил. Что вы делаете? Зачем же вы его дразните? Ну, а зачем он нас обманывал? А разве он вас обманывал? Он же нас обманывал, а вы молчали? Значит, были с ним заодно? И вы ничем не лучше него. Напрасно вы воображаете. Но ведь вы же знали же, что он врет и хвастает. И никто его не остановил. Никто не сказал ему, что это нехорошо. И чем же вы лучше? Понимаете? Ах вы! Пожалуйста, Незнайка, успокойтесь. Не надо плакать, я прошу вас очень. Да, натворили дел, но вы не бойтесь, ведь вы в душе хороший, между прочим. Я знаю, вам хотелось показаться немного лучше, чем на самом деле. Над нами не хотели вы смеяться. Скажите же мне правду, не хотели? Вам надо просто смелым стать и честным и совершать хорошие поступки. И хвастовство, конечно, неуместно, и брать нельзя ни капли, ни минутки. Ответьте же, Незнайка, вы согласны? Ведь очень вы хороший, точно знаю. Согласен, я обманывал напрасно, теперь не буду, больше обещаю. Я раньше думал, глупые малышки, изгойкой поругался в самом деле. Но вот смеялись дразнили мальчишки, а вы меня вдруг взяли, пожалели. Я раньше был хвастливый и упрямый, присочинить любил невероятно. Ну а теперь скажу, простите прямо, с девчонками дружить даже приятно. Вот это другое дело. Я когда вернусь в цветочный город, помирюсь с двумя девочками, мушкой и кнопочкой. Это две девочки, которых я постоянно, колотил. Ах, зачем же вы их колотили, Незнайка? Да ну, что тут? А, еще с Кунькой помирюсь. Его я тоже вечно забирал, потому что с девчонками водился. О, какой же вы чудной, Незнайка. Чудной и очень хороший. Ну, пойдемте туда, где все. Пойдемте. Пойдемте. Ребята, да вот же они! Ребята из цветочного города! Мы думали, мы тебя никогда не найдем! Дальше! А мы шли по лесам, по горам! И нашли. У меня даже стихи родились. Мы бросаем скуке вызов, потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому! Сюрприз!
Представляете?